ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما للحق صار معلما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم. События, произошедшие в битве при Ухуде. Сближались два войска. На горе Ухуд постепенно приближались друг к другу две группы воинов. Каждый из них смотрел на своего противника. 3000 многобожников против 7000 верующих. Верующие сражаются на пути Аллаха, а многобожники на пути Тагута, шайтана. Сражение началось, из строя многобожников вышел один из воинов. Его звали Тальха ибн Аби Тальха. Он был храбрым и сильным воином. Об этом знали все. Он стал вызывать на поединок мусульман. Сражаться против него вызвался Аз-Зубейр ибн Аввам, да будет доволен им Аллах. «Я против тебя, о враг Аллаха!» — воскликнул он, и начался горячий поединок. Аз-Зубейр с помощью Аллаха сразил Тальху. Он повалил соперника на землю и заколол своим мечом. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, воскликнул: «Аллах велик!» Таковым было начало сражения. «Аллах велик! Аллах велик!» — восклицали мусульмане. Пророк, мир ему и благословение, произнес: «Воистину, у каждого пророка был свой апостол, а моим апостолом является Аз-Зубайр». Мусульмане ринулись в бой, сошлись два войска. Девизом мусульман были слова «Аллах велик! О Аллах, умертви!». В этот день войско верующих сражается с войском неверующих. Знамя многобожников несли 6 человек из одной семьи. Каждый раз, когда знаменосец падал сраженным на землю, знамя подхватывал другой. Так сменилось 6 знаменосцев из одной семьи. Потом число знаменосцев достигло 10, все они были из племени Абдуддар. И каждый раз, как поднималось знамя неверующих, мусульмане убивали знаменосца, и знамя подхватывал другой многобожник. Верующие сражались насмерть и не щадили себя на пути Аллаха. أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. Абу Дуджана, тот, который взял меч посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, обвязал свою голову красной повязкой, что означало, что он сражается насмерть. Он боролся так отважно, что сподвижники говорили: «Мы видели, как сражался он, и понимали, что в тот день он действительно имел право сражаться мечом пророка. Он рубил врагов направо и налево и валил их на землю». Абу Дуджана рассказал: «Я видел одного всадника, охранявшего жен многобожников, и направился к нему. Когда же я подъехал к нему и поднял меч над его головой, он закричал, и я понял, что это женщина. Это была Хинд бинт Утба. И тогда я опустил руку из уважения к мечу посланника Аллаха». Несмотря на то, что она также сражалась против мусульман, он из уважения к мечу пророка, да благословит его Аллах и приветствует, не убил ее. Аз-Зубейр рассказывал: «Я родственник посланника Аллаха, но он не вручил мне свой меч, а отдал его Абу Дуджане. Однако, увидев, как Абу Дуджана сражается, я понял, что он достоин этого меча». На стороне мусульман также сражался один из героев мусульманской общины. Он сражался словно лев. Он бросался в атаку, не разбирая, кто сражается против него. Каждый раз, увидев всадника из многобожников, он валил его на землю, и каждая встреча с ним заканчивалась для врага кровопролитием. Кто же это? Это лев Аллаха, лев посланника Аллаха. Этим человеком был Хамза ибн Абдуль-Мутталиб. Он отважно сражался на пути Аллаха. Таковы были верующие. Каждый из них сражался против 4 многобожников. Однако они не придавали этому значения, так как были сильны верой.
так как были крепкие убеждения в их сердцах. Они сражались на пути Аллаха, не придавая значения тому, сколько и кто сражался против них. Льется кровь многобожников от полученных в бою с мусульманами ран. Аллах велик. Разгорается бой, сражение набирает силу. حشد الكفار حشد المنتقم أعلنوا الحرب وجهزوا الرحال بلغ الأمر النبي عندها عبأ الجيش وهيأ الرجال أمر الرماة ألا يبرحوا جبلا يحضن ساحة القتال. Ужесточается сражение, разгорается бой. Рабы милостивого Аллаха сражаются против приспешников сатаны. Вот отважно борется Хамза ибн Абдуль-Мутталиб. За ним следует один из многобожников, который пришел сюда не для того, чтобы сражаться. Он здесь на поле боя для того, чтобы убить Хамзу. Этим многобожником был Уахши ибн Харб. За убийство Хамзы ибн Абдуль-Мутталиба ему пообещали освобождение от рабства. Уахши рассказывает: «Я подготовил свое копье». Он искусно умел метать копья, так как был эфиопом, и выжидал момент, когда бы смог убить Хамзу. Я увидел его в самой гуще битвы. Он был подобен верблюду пепельного цвета. Он разбивал ряды курейшитов, и никто не мог противостоять ему. Я прятался за камнем, прятался за деревом, выжидая удобного случая, пока мне такой случай не представился. Я занес свое копье, бросил его и попал в Хамзу ибн Абдуль-Мутталиба. Это был лев Аллаха и лев посланника его. Уахши продолжил: «Он встал, желая добраться до меня, однако не смог и пал на землю замертво. Убедившись, что он умер, я забрал копье и сбежал с места сражения, так как в этом сражении я желал лишь убить Хамзу». Среди мусульман распространилась весть о смерти льва Аллаха и льва его посланника, да благословит его Аллах и приветствует. Однако, несмотря на это, они продолжали сражаться, так как их сражение было ради великого и всемогущего Аллаха. Вот Абу Бакр, а это Умар, а это Али, там Саад, Тальха, Аз-Зубейр, Мусаб. Все они участвуют в битве, словно разъяренные львы, не страшась никого, кроме Аллаха. Они ищут смерти в бою, однако смерть убегает от них. Они были героями Аллаха. Среди них был мужчина по имени Ханзаля. Битва при Ухуде совпала с его брачной ночью. Услышав о сражении от призывающего к джихаду, он поспешил к сражению, даже не совершив омовения после брачной ночи. Он прорвался сквозь ряды многобожников и добрался до Абу Суфьяна, предводителя сил многобожников. Ханзаля поспешил к нему и занес меч, дабы убить его. Однако только он занес меч над ним, как был сам убит ударом в спину. Он пал мучеником за веру, шахидом. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, увидел, как между небесами и землей его омывают ангелы. С того дня его начали называть «обмытый Ханзаля». Но сражение продолжается, кровь многобожников льется рекой. Их одного за другим убивают мусульмане. И вот знамя многобожников упало на землю, так и не найдя того, кто бы его подхватил. Халид ибн Уалид пытается прорвать фронт, однако не может. Лучники прекрасно защищали тыл мусульман. Их не мог обойти ни Халид, ни другая группа из многобожников. Никто не мог прорваться сквозь тыл мусульман. Лучники хорошо охраняли мусульманское войско. Многобожники начали бежать с поля боя, оставляя за собой свое имущество, и мусульмане стали собирать трофеи. Это увидели лучники с горы. Увидев, что их братья по вере собирают трофеи, они начали говорить друг другу: «Добыча, добыча!» А затем начали спускаться к мусульманам, дабы собирать трофеи вместе с ними. Предводитель лучников Абдуллах ибн Джубейр кричит им вслед: «О рабы Аллаха, оставайтесь на местах! О люди, оставайтесь на местах и послушайте посланника Аллаха!» Однако лучники продолжали спускаться, и с Абдуллахом осталась только их маленькая часть. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر
وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. Это заметил Халид ибн Уалид. Он вместе со своим отрядом обнаружил, что тыл мусульман остался неприкрытым. Тогда он обходит горы и заходит с тыла мусульман, туда, где не осталось почти никого, кроме Абдуллаха ибн Джубейра и небольшой группы с ним. Поэтому, когда на них напал Халид, все они были убиты. О, если бы они не спустились с горы и не оставили свои места! Они пали шахидами в сражении. Халид ибн Уалид воспользовался этим случаем и все-таки прорвался в тыл мусульман. А мусульмане сложили свое оружие, ведь многобожники уже оставили поле боя. Все они начали собирать трофеи и были уверены в своей победе. Однако тылы внезапно прорывает Халид ибн Уалид. Спины мусульман остаются неприкрытыми, и кавалерия Халида ибн Уалида въезжает на поле боя в поисках посланника Аллаха, да благословит и приветствует Аллах его и его семейство. Ворвались всадники-многобожники из отряда Халида на поле боя. Рядом с пророком, да благословит его Аллах и приветствует, были несколько его сподвижников. Большинство же из сподвижников были заняты и находились далеко от него. Пророк заметил, как многобожники прорвали тыл. А мусульмане не видели этого, и пророк, да благословит его Аллах и приветствует, стал издалека призывать своих сподвижников. «О рабы Аллаха! О рабы Аллаха!» Его призыв услышал Халид. Многобожники тоже услышали голос посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Таким образом, они узнали, в какой стороне он находится, и тогда они поспешили к пророку, желая покончить с ним. Вместе с ним же было всего 7 человек из ансаров и 2 из мухаджиров. Когда многобожники, превосходящие числом мусульман, приблизились к ним на конях, держа в руках оружие, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Кто отбросит их от нас, за это ему будет рай. Кто отбросит их от нас, тот будет моим товарищем в раю», сказал посланник Аллаха своим сподвижникам. Тогда вступает в бой против мекканцев один из ансаров и сражается, пока не погибает. Потом вступает второй ансар и погибает, за ним 3-й, 4-й. Так погибли все 7 ансаров. Справа от пророка, да благословит его Аллах и приветствует, остался Саад ибн Аби Ваккас, а слева Тальха ибн Убейдуллах. И сравнится ли кто-либо с Тальхой в тот день? Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, протягивает стрелы Сааду ибн Аби Ваккасу и говорит: «Бросай, да будет мои отец и мать выкупом за тебя». Пророк упомянул и мать, и отца, только обращаясь к Сааду ибн Аби Ваккасу, что указывает на мастерство Саада. Однако многобожники достигают посланника Аллаха, бросают в него камни и стрелы и ранят пророка, да благословит его Аллах и приветствует. По его лицу течет кровь, сломан передний зуб. Многобожник по имени Ибн Камия на своем коне достиг пророка. Ему удалось нанести удар по доспехам пророка так, что 2 кольца вошли в его щеку. Пророк же посмотрел на Ибн Камия и сказал: «Да унизит тебя Аллах», а затем вытер кровь со своего лица, а потом он сказал: «Как может преуспеть народ, поранивший лицо своего пророка? Как же могут преуспеть люди, поранившие лицо своего пророка?» Аллах ниспослал после этого следующий аят. أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. Пророк воззвал к Аллаху: «О Аллах, прости моему народу, воистину они не ведают. О Аллах, прости моему народу, воистину они не ведают». Когда многобожники почти достигли посланника Аллаха, то к этому времени к нему присоединилась другая группа из ансаров. Тогда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Кто выйдет против них?» Тальха ответил: «Я». Однако пророк сказал ему: «Нет, сядь, о Тальха». Тогда поспешил один из ансаров, дабы отбросить многобожников, пока не подоспели другие сподвижники пророка. Он сражался до тех пор, пока не погиб, а за ним принял бой 2-й, 3-й, и так, пока не погибло 10 человек из ансаров. Тогда Тальха снова вызвался, так как не осталось никого, кроме него. В этот момент пророк сказал ему: «Да, сейчас ты, о Тальха, да, сейчас, о Тальха». И Тальха начал отважно биться, нанося удары и сражая людей справа и слева, направо и налево. Однако и он тоже получил тяжелые раны. Тальха, да будет доволен им Аллах, сражался до тех пор, пока не лишился пальцев. И он воскликнул: «Хасси!» Это слово арабы произносили при сильной боли. Пророк же сказал ему: «Если бы ты сказал с именем Аллаха, то ангелы бы вознесли тебя на глазах у людей».
то ангелы вознесли бы тебя на глазах у людей. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. В тот день сподвижники защищали посланника Аллаха. У Тальхи же в тот день парализовала руку. Он получил более 30 ран, но терпел боль и продолжал сражаться, защищая посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Когда издалека эту группу, в которой одного убивали за другим, увидели сподвижники, группу, защищающую посланника Аллаха, сподвижники удивились тому, как прорвался Халид. Многобожники же бежали, целясь в посланника Аллаха. Пусть наши матери и отцы будут выкупом за тебя, о посланник Аллаха. Ряды перемешались. Где враг? Где друг? Ряды переплелись. Многобожники убивают и уничтожают мусульман, почти достигнув пророка. Но группа верующих все еще охраняет посланника Аллаха. Да благословит его Аллах и приветствует. كانت ولا زالت تحمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حشد الكفار حشد المنتقم أعلنوا الحرب وجهزوا الرحال بلغ الأمر النبي عندها عبأ الجيش وهيأ الرجال أمر الرماة أن لا يبرحوا جبلا يحضن ساحة القتال التقى الجيشان والنصر بدا مثل بدر الليل ساعة اكتمال خلف الرماة أمر المصطفى جلهم خالف والحرب امتثال بدل الحال وخير الخلق في ذلك الموقف يرمى بالنبال هجم الحبيب شج رأسه دمه الطاهر فوق الوجه سال هجم الحبيب شج رأسه دمه الطاهر فوق الوجه سال والبطولات تجلت حوله فغدا كالطود ما بين الجبال بعدها أسند في الشعب وقد Сражение вокруг посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, все усиливалось. Все многобожники пытались добраться до него и убить, так как они знали цену убийства Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Вокруг пророка была небольшая группа верующих, защищавшая его. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, во время передвижения попал в одну из ям. Оттуда его за руку вытащил Али ибн Аби Талиб, а Тальха поддерживал его. А кровь все лилась и лилась из ран посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. В таком положении его увидел Абу Убейда ибн Джарах. 2 кольца, вонзившиеся в его щеку, все еще не были удалены. Тогда Абу Убейда начал извлекать эти кольца своими зубами, из-за чего потерял несколько зубов. Этой потерей он гордился всю оставшуюся жизнь. Кровь все текла и текла из ран посланника Аллаха, а сподвижники собирались вокруг него. Абу Тальха тоже смог присоединиться к ним и встать на защиту посланника Аллаха. Он был искусным стрелком. Пророк подавал ему стрелы, чтобы тот пускал их вместо него, да благословит его Аллах и приветствует. Абу Тальха пускал стрелы, а посланник Аллаха поднимал голову, чтобы увидеть, куда попала стрела Абу Тальхи. Абу Тальха подставлял свою грудь и шею, защищая посланника Аллаха, говоря: «О посланник Аллаха, лучше я подставлю свою шею вместо тебя. О посланник Аллаха, не смотри туда, не поднимай голову, чтобы тебя не поразила стрела этих людей, и лучше я подставлю свою шею вместо тебя», — говорил ему он. Издалека Абу Дуджана увидел, как стрелы летят в сторону посланника Аллаха. Абу Дуджана взобрался на коня и поспешил к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Абу Дуджана прикрыл пророка своим телом. Стрелы все летели и летели в их сторону. Они вонзились в спину Абу Дуджана, но он не двигался с места.
И все это они делали из-за большой любви к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и ради его защиты. Когда Имара увидела, что до пророка, да благословит его Аллах и приветствует, пытаются добраться многобожники, и что расстроились ряды мусульман, она, женщина, также приняла участие в этой битве. В этом сражении принимал участие также Мусаб ибн Умейр. Он нес знамя мусульман. Многобожники начали атаковать его, забрасывая его стрелами и копьями. Ему нанесли более 80 ударов. В бою Мусабу ибн Умейру отрубили правую руку, и тогда он взял знамя в левую руку. Когда же ему отрубили и левую руку, он упал на колени и придерживал его своей грудью, а в него все летели и летели копья. Таким был Мусаб ибн Умейр. Это тот самый юноша из Мекки, который был знатный, богатый и изнеженный, а сейчас он жертвовал собой ради посланника Аллаха и ради этой религии, а многобожники разрывали его тело. Каждый из них, сражаясь, знал, что он погибнет и не избежит смерти. Мусульмане собираются вокруг посланника Аллаха. Ряды смешались. Никто не различал, где мусульмане, а где многобожники. Хузейфа ибн Аль-Яман издалека увидел своего отца, на которого напали мусульмане. Тогда он закричал: «Ведь это мой отец! Это мой отец!» Однако он не смог остановить их. Мусульмане же подумали, что это был многобожник, и убили его. Тогда Хузейфа сказал: «Да простит вас Аллах». Некоторые мусульмане тоже умерли от рук своих же, так как ряды перемешались и началась путаница. Никто не знал, куда идти и где посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Небольшая группа мусульман закрывала и защищала посланника Аллаха, но остальные не знали, что происходило. В этот момент прокричал Иблис: «Мухаммад убит! Мухаммад убит!» Когда Ибн Камия убил Мусаба, приняв его за посланника Аллаха, то он закричал: «Я убил Мухаммада! Я убил Мухаммада!» Это слышат некоторые мусульмане. Они потрясены потерей, ослабевает их воля к победе. Умер посланник Аллаха. Некоторые из них сели прямо на поле боя и начали плакать, а другие же покинули место сражения от того, что их любимый пророк умер. Анас ибн Надр увидел, как некоторые из мусульман начали покидать поле боя, и спросил их: «Что вы делаете?» «Умер посланник Аллаха», — ответили ему те. Тогда он сказал: «Для чего вам ваша жизнь, если умер посланник Аллаха? Так зачем же вам жить после смерти посланника Аллаха?» Затем он схватил меч, оставил все лишнее и направился против многобожников. В пути он увидел Саада ибн Муаза и спросил его: «Что заставило тебя опустить руки?» «Погиб посланник Аллаха, о Анас», — ответил тот. «Умер посланник Аллаха. Для чего же нам жить, если погиб посланник Аллаха, о Саад? Я скучаю по благоуханию рая». «Я чувствую благоухание рая со стороны Ухуда», — сказал он ему. Потом он поднял свой меч и приблизился к рядам многобожников. Ему наносили удары один за другим, а он все шел и шел, пока не упал на землю сраженным. О, как прекрасен рай и приближение к нему! Он прекрасен, и прохладны в нем напитки. Он пошел на смерть, согласно данной им пророку присяги, биться до конца. Один из ансаров, умирая, обратился к окружающим его сподвижникам: «Если посланник Аллаха умер, то он донес послание. Вставайте и умирайте за то, ради чего отдал свою жизнь он. Вставайте и умирайте за то, ради чего он отдал свою жизнь». Один из многобожников по имени Убая ибн Халяф понял, что Мухаммад не умер. Тогда он начал поиск и достиг группы, которая защищает посланника Аллаха. Он спрашивает их: «Где Мухаммад? Не спасусь я, если он спасется и останется в живых. Не спасусь я, если спасется он». Зная, что посланник Аллаха ранен, сподвижники обратились к нему: «Не сразиться ли нам против него?» На что он ответил: «Нет». А затем раненый пророк, да благословит его Аллах и приветствует, взял в свою руку копье. Когда же Убая приблизился, то пророк бросил в него копье и попал ему в шею. Убая вернулся к курейшитам и стал кричать: «Мухаммад убил меня! Мухаммад убил меня!» И через несколько часов он умирает. Ряды были восстановлены, и каждый из бойцов нашел своих. Некоторые из мусульман в неразберихе убежали в горы, некоторые примкнули к группе посланника Аллаха. Были и те, которые отстранились от сражения и покинули поле боя. Были и убитые.
В этот момент многобожники стали уродовать тела умерших. Хинд бинт Утба направилась к телу убитого Хамзы ибн Абдуль-Мутталиба. Она вырвала его печень и начала жевать, отрезала ему ухо и нос и обезобразила его тело. Она сделала это из ненависти к посланнику Аллаха, к исламу и мусульманам. Собрались мусульмане возле посланника Аллаха, да благословит Аллах и приветствует его и его род. Они защищают его от многобожников. Многобожники считали себя победителями и думали, что убили Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Пророк же находился между своими сподвижниками, рядом с ним находился Али, который поливал воду на посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, а Фатима смывала кровь с его лица. Фатима заметила, что кровь не останавливается, а течет и течет. Тогда она взяла кусок от циновки, сожгла ее и золу от нее положила на рану. Кровь остановилась. Так заботились о пророке, да благословит его Аллах и приветствует, его родные и сподвижники. Из войска многобожников раздался голос Абу Суфьяна, предводителя многобожников. Он спросил: «Среди вас ли Мухаммад?» На это ему никто не ответил. Затем он спросил: «Среди вас ли Абу Бакр?» На это ему также не ответил ни один из мусульман. После он спросил: «Среди вас ли Умар?» Но и сейчас все мусульмане сохраняли молчание. Однако потом поднялся Умар и ответил Абу Суфьяну, предводителю многобожников: «Аллах не дал исчезнуть тому, что еще принесет тебе огорчение, о Абу Суфьян». На что Абу Суфьян возразил с гордостью: «Да возвысится Хубал». Тогда пророк обратился к мусульманам: «Неужели вы не ответите? Что же нам сказать у посланника Аллаха? Скажите ему, что Аллах выше и могущественнее». Сподвижники сказали: «Аллах выше и величественнее». Затем Абу Суфьян сказал: «У нас есть Аль-Узза, а у вас ее нет». Пророк велел мусульманам ответить Абу Суфьяну. Они вновь спросили, что же им сказать. На это пророк ответил: «Скажите: Аллах наш покровитель, а у вас нет покровителя. Если у вас есть Аль-Узза, то нас охраняет Господь миров». Затем Абу Суфьян сказал: «Этот день за день при Бадре». На это Умар ответил ему: «Это не одно и то же. Наши убитые в раю, а ваши в огне». Не равны мусульмане и многобожники. После этого Абу Суфьян попросил Умара выйти, и пророк приказал выйти ему. Когда тот вышел, Абу Суфьян спросил его: «Заклинаю тебя Аллахом, жив ли Мухаммад среди вас?» «Да, и сейчас он слышит тебя», — ответил ему Умар. На что Абу Суфьян сказал: «Тебе я доверяю больше, чем Ибн Камия». Ибн Камия — тот многобожник, который говорил, что убил пророка. Затем Абу Суфьян крикнул: «Мы встретимся на следующий год с вами при Бадре». Пророк велел одному из сподвижников ответить ему: «Да, договорились». Сражение при Ухуде не закончилось, так как победа ни одной из сторон не была явной. Поэтому они договорились о встрече на следующий год. Когда каждая из сторон вернулась в свой лагерь, пророк направил своих сподвижников на поле боя, чтобы найти убитых мусульман. В тот день погибло 70 мусульман. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, направил сподвижников искать Саада ибн Рабия. «Ищите Саада ибн Рабия и спросите его, как он себя чувствует». Его начали искать среди убитых. Нашли Саада уже при смерти, на последних вдохах, и передали ему слова посланника Аллаха. На что он ответил: «Передайте приветствие моему посланнику Аллаха и скажите ему, что я чувствую благоухание рая. Затем передайте моим соплеменникам из ансаров, что в них не будет блага, если многобожники при вашей жизни достигнут посланника Аллаха». После этих слов он, да будет доволен им Аллах, умер. لا خير فيكم إن يخلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف لا خير فيكم إن يخلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف ثم توفي رضي الله عنه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Сподвижники также обнаружили человека по имени Усейрим в последние минуты его жизни. Это был мужчина, которого долгое время призывали принять ислам, но он отказывался. Спросили его: «Пришел ли ты сражаться за своих соплеменников, или ты пожелал принять ислам?» На это он ответил: «Клянусь Аллахом, я пожелал принять ислам. Я веровал в Аллаха и его посланника». После этих слов он умер. Пророк сказал о нем: «Он в раю».
хотя он даже ни разу не помолился. Среди убитых находят также одного иудея по имени Мухайрик. Когда началось сражение, он сказал своему племени: «Вы знаете, что обязаны помогать Мухаммаду». И после взял свое оружие. Однако его племя возразило ему: «О, Мухайрик, ведь сегодня суббота». «Нет для вас никакой субботы», — ответил он, «а если я погибну, то передайте мое имущество Мухаммаду». Этот иудей сражался наряду с мусульманами. Увидев его, пророк сказал: «Мухайрик — лучший из иудеев». Увидели убитых мусульман. Когда же пророк увидел Хамзу, заслезились его глаза. Его тело было изуродовано, были отрезаны нос и уши, был вспорот его живот и излечены его внутренности. О Аллах! Увидев его, посланник Аллаха заплакал и сказал: «Мне никогда не причиняли столько вреда, как сегодня». Затем он сказал: «Клянусь Аллахом, я сделаю подобное 30 из них». На это Господь ниспослал следующий аят. فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Я буду терпеть», и оставил это на суд великого и всемогущего Аллаха. Когда пришла София, тетя пророка, в поисках своего брата Хамзы, пророк сказал ее сыну Аз-Зубейру: «Не позволяй своей матери увидеть его». Он сказал ей: «О, мама, не смотри, ведь его обезобразили». Она ответила: «Я буду терпеть». Ей хватило мужества видеть обезображенное тело. Она вытерпела и понадеялась на награду Аллаха. Мусульмане даже не могли найти саван, в который заворачивают умерших при погребении. Для захоронения Мусаба ибн Умейра не нашли савана. Когда покрывали его голову, обнажились ноги, а если покрывали ноги, обнажалась голова. Это был тот самый Мусаб, тот, живущий в роскоши юноша Мекки. В те часы Господь ниспослал следующее откровение. Сподвижники были повергнуты в печаль, но пророк оповестил их, что во время воскресения они будут воскрешены, а он будет свидетельствовать за них. Их раны в судный день будут кровоточить, цвет крови будет таким же, но запах их будет словно миск. Воистину, сейчас они живы и пребывают между плодами и реками рая. После этих слов сподвижники успокоились, ведь их соратники, убитые здесь, пали шахидами на пути Аллаха. Были похоронены убитые. Какие печальные это были минуты. Их хоронили по 2, по 3 человека в одной могиле. Пророк вначале хоронит тех, кто больше знал наизусть из Корана, а затем тех, кто после них. Он помолился и за них, и простился с ними. Какое это было несчастье. Однако великий и всемогущий Господь пожелал возвысить их и сделать шахидами. Компания iMedia выражает благодарность кувейтскому спутниковому каналу Аль-Ватан.